Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. С 1 марта 2023 года в России вступил в силу новый закон о побочных продуктах животноводства. К ним относятся навоз, помет и стоки, которые образуются при содержании сельхозживотных, а также подстилка, если такие продукты используются в сельскохозяйственном производстве. Какие требования предъявляет новый закон к животноводам? Куда сообщить, что навоз и помет – это побочные продукты животноводства? Будут ли штрафовать за нарушение и коснется ли новый документ деятельности личных подсобных хозяйств? Итак, на наши вопросы ответит сегодня Павла Дмитриевна Адамова, заместитель начальника отдела земельного надзора и контроля за обращением с пестицидами управления Россельхознадзора по Амурской области Республики Саха-Якутия, Евгения Евгеньевна Гурова, начальник отдела государственного ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по республике, и руководитель департамента экологической безопасности и правовой экспертизы Министерства экологии республики Вера Николаевна Степанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, действительно, этот закон очень... сейчас вот вызывает очень много таких обсуждений, да. Аграрии нашей страны, в общем, волнуются, нужно подчеркнуть еще раз. Даже вот в Омской области говорят, что у них понизится поголовье рогатого скота на 35 тысяч. Соответственно, и как бы фермеры потеряют рабочие места. Как в нашей республике обстоят дела? На сегодняшний день готовность, конечно, небольшая. Есть у нас время до 1 мая получить заявление в адрес Россельхознадзора на побочные продукты животноводства. На сегодняшний день на территории Саха-Республики, Саха-Якутия у нас 9 уведомлений, то есть 9 хозяйств готовы к этому. Вот. Но хочу сказать, что на территории республики резонанс чуть больше, да, есть в сравнении с другими регионами, и лично я могу сравнить. Люди более ответственно к этому относятся, очень много задают вопросов, их вот это действительно волнует и не оставляет это все на потом, а действительно активно работают в этом направлении, потому что вопросы постоянно у всех, то есть у нас не замолкает телефон по консультированию, работа сотрудников активно ведется в этом направлении. Ну вот в пояснительной записке, так, к принятому закону говорится, что в России в сельхозорганизациях ежегодно образуется около 180 миллионов тонн побочных продуктов животноводства. Эксперты считают, что если это все переработать, можно получить хороший доход в статье, то есть в виде удобрения. Да? Скажите, пожалуйста, как вы думаете, с чем вообще вот вызвано принятие данного закона? Я отвечу, да. Целью как раз этого федерального закона является вовлечение побочных продуктов животноводства в сельхозпроизводство, в том числе для воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения. То есть наша продукция, которая вырабатывается сельхозживотными, должна в обороте именно сельхозпродукции участвовать, а не выводиться из нее, то есть не признаваться отходами. Для этого как раз-таки закон позволяет сельхозпроизводителям, животноводам именно по своему решению отнести к побочным продуктам животноводства для того, чтобы к ним применять более такие послабленные меры именно этого федерального закона. Ага. А если животновод решил, что навоз и помет – это все-таки побочные продукты животноводства, что он должен делать? До 1 мая этого года он должен подать заявление в адрес управления Россельхознадзора на территории, которой он находится. Ну да, на сегодняшний день это в городе Якутск. Нужно направить любой формой доступная, то есть, форма разработана, любым доступным путем доставить это уведомление. То есть лично, по почте, через госуслуги. Там указывается объем, рассчитанный на год. То есть со следующего года надо до 1 марта. Но так как в этом году у нас только вступает в силу, то мы до 1 мая ждем эти уведомления. Конечно, более активно хотелось бы, чтобы они поступали в адрес управления. Там прописывается объем, наименование того продукта, который рассчитывают получить, и примерно куда они планируют либо использовать на земле сельхозназначения своего, либо планируют как-то наладить сбыт данного продукта. А если не уведомить Россельхознадзор, что будет? То это они, значит, все-таки не приняли решение о том, что это побочный продукт животноводства, это отход. Тогда это другие... Так, а если тогда отход, что? Ну, если как отход, то у нас, получается, сразу начинают действовать федеральные законы об отходах производства потребления.
об охране окружающей среды. Также будут обязательные требования в части соблюдения водного законодательства. И вот согласно новому закону, 248-му, да, федеральному закону о побочных продуктах животноводства, если он не является отходом, сразу засчитывается плата за негативное воздействие на окружающую среду. Это у нас рассчитывается согласно статье 16 7 федерального закона. И если смотреть, допустим, если навоз от крупного рогатого скота, то он является у нас 4-м классом опасности отходов. Это где-то более 800 рублей за 1 тонну будет. А если у него считается уже, а если у нас в республике где-то больше 400 тысяч образуется, это где-то примерно, если в платежи перевести, это будет где-то около 400 миллионов рублей. Но если у них не соблюдаются все требования предохранного законодательства, это же могут еще повышающие коэффициенты применяться. Это 100-кратное превышение будет, это уже будет насчитываться около 34 миллиардов рублей. А если, допустим, отход, допустим, от птицефабрики, это у нас получается помет. Он у нас в основном это 3-го класса опасности. И за 1 тонну у нас около где-то 1672 рубля насчитывается за 1 тонну по плате за негативное. Это уже рассчитываете, да, насколько увеличивается в почти 2 раза. Это получается около почти миллиарда рублей будет только в пределах нормативов. А если будет еще с повышающим коэффициентом, это будет вообще где-то около 80 миллиардов рублей. За то, которое образуется у нас по всей республике. А в каком случае вообще вот внесение навоза будет нарушением, так как у нас сейчас весна, население обычно у нас как бы постоянно удобряет свою землю, да? Как бы в виде удобрения же мы использовали до этого навоз. Да, сейчас вот будем использовать только переработанный навоз, тот, который мы уведомили в Россельхознадзор о том, что это мы его отнесли к побочным продуктам животноводства. И перед использованием ее или его, да, навоза нужно подтвердить соответствие этого навоза нормативам, требованиям к обращению продуктов производства, то есть сколько там радиотоксических элементов, да, пестициды, содержание. микробиология, паразитология. То есть все эти виды исследований должны быть именно проверены. результаты испытаний, проведенных в аккредитованной национальной системе аккредитации лаборатории. То есть должны быть переработанные, да? Да. Да. А какие технологии тогда существуют? У нас есть вообще это? Ну, вообще, даже просто хранение или компостирование, это тоже будет считаться за обработку, это будет считаться за переработку. То есть время какой-то особой технологии можно и не применять. Плюс еще дополнительно есть переработки, это микроорганизмами специальными, да, и химическими препаратами. То есть для себя каждый, если хозяйствующий субъект решил перевести отходы в побочный продукт животноводства, он должен по закону разработать требования, технологические условия, согласно которым будет принято решение, как переработать либо обработать. То есть в тех условиях должно быть прописано, так скажем, от начала и до конца. Вот количество, которое выработано, на какой площадке хранится сколько, там, с условием, особенно температурного режима, да, как на территории республики, это все продумать, просчитать, и какое время нужно, если это, например, без применения дополнительных средств, типа как, да, химических либо бактериологических, то есть какое время нужно выдержать для того, чтобы этот навоз переработался и стал продуктом. Уже перед применением и внесением его в почву необходимо провести анализы, как Павла Дмитриевна сказала, там на несколько видов, то есть там около 5 показателей, то есть токсикологическая, пестициды, бактерии, микроорганизмы, паразитология, это все нужно происследовать в лаборатории, и тогда можно уже вносить в почву. Я еще хотела дополнить, если, допустим, если в сравнении, да, показать, если он будет как отход, его можно будет как использовать как удобрение, нужно будет тоже разрабатывать регламенты для использования такого отхода. И для этого тоже требуется не только там, во-первых, это еще одно требование статьи 9 89-го закона об отходах производства и потребления, это должны иметь лицензию на такую деятельность. То есть
утилизация отхода, это обязательно наличие лицензии. Только на основании него можно будет. Это один из таких основных требований. Плюс еще, ну, соответственно, как вот и анализы обязательно должны быть. А анализы по отходам, это нужно будет, во-первых, еще доказать, какой он вид отхода, к какому классу отхода он относится. Это тоже стоимость. Как бы не сказала бы, что они дешевые, но это обязательное требование федерального законодательства. И в любом случае и должно быть регламент, то, что вот как расписано, да, технология должна быть полностью от начала до конца должно быть расписано, и оно утверждено должно быть предприятием. Мгм. У меня еще один вопрос. У нас по традиции наш народ всегда вот утеплял коровники именно вот навозом. И снаружи, и снутри. Некоторые даже в сельской местности и дома свои утепляли. Вот в этом случае что это? Нарушение или... На самом деле, да. То есть, это не касается побочных продуктов либо отходов. Есть требования правила ветеринарные по содержанию животных всех видов, да, отдельно крупнорогатый скот, свиньи, там птицы, и в каждом из требований прописано, что это должны быть стены, и покрытие должно быть таким образом сделано, что его можно было бы дезинфицировать, обрабатывать, потому что, да, это все ветеринарная безопасность в случае какого-то заболевания, и такая обработка не пойдет, то есть так не должно быть и на сегодняшний день. К сожалению, все еще эта ситуация есть. Мгм. И как тогда быть нашим фермерам? Как утеплять? Да. Я, конечно, со стороны надзорного органа не могу порекомендовать, но если, да, есть сейчас технологии же прошли, я думаю, есть возможности. Не все же так делают. В любом случае, то есть выход есть. Я думаю, что просто проще, наверное, делать как обычно, как раньше, и не обращать внимания на какое-то из правил. То есть это же все до поры до времени, пока кто-то не обратит на это свой взор. Приказом Минсельхоза России установлен порядок, сроки и форма подачи уведомления о принятом животноводном решении. Предусмотрены разные способы уведомления – почтовое и личное. При этом электронная форма уведомления будет разработана к 1 марта 2024 года. Уведомлять надо будет ежегодно до 31 декабря текущего календарного года. Срок подачи уведомления на 2024 год до 31 декабря 2023 года. В связи с реализацией нового закона уведомление на текущий год необходимо подать до 1 мая 2023 года. Скажите еще вот один вопрос. Да, какие требования вообще предъявляются к местам хранения вот, продуктов животноводства? Побочных продуктов, да? Да. Это должны быть площадки специализированные, которые размещены отдельно от животноводческих помещений с подветренной стороны. И площадки должны быть либо оборудованы, то есть с бетонным покрытием, либо герметично, чтобы не было доступа проникновения этих сточных вод в грунтовые воды, должно быть покрытие целлофановое, либо глиняная подушка. Вокруг должна быть канава. То есть это все для защиты окружающей среды. То есть герметичность должна быть. А если это отходы, как хранить? Если отходы, тогда у нас получается, что должен быть объект размещения отходов. И согласно федерального закона он должен быть внесен в государственный реестр объектов размещения отходов. Плюс должны иметь лицензию, так как размещение отходов, либо хранение или захоронение, оно попадает под деятельность лицензированной. Поэтому согласно закону о лицензии они должны получать такую лицензию. Плюс перед тем, как строить объекты размещения отходов, они должны полностью разработать проектно-сметную документацию, а перед этой документацией нужно еще изыскательские работы провести. Там исследование подземных вод нужно, для того, чтобы вообще место может быть использован как объект размещения отходов. Плюс, да, это прохождение этой документации государственной экологической экспертизы. А если государственная экологическая экспертиза, то, соответственно, должны быть проведены общественные слушания перед населением, где вот на местности это располагается. Плюс еще государственная экспертиза полностью, то есть их по строительным нормам, плюс и сметную стоимость, это все смотрится в госэкспертизе. И только тогда уже можно будет уже как бы законно его использовать. Хотела бы добавить, если можно, по поводу площадок. То есть один из основных вопросов, который сейчас волнует население, это вот именно специализированные площадки, что это сложно, трудоемко и так далее. То есть
Данный закон и разработан для того, чтобы упростить это все, да, отойти от отходов. И вот на самом деле на сегодняшний день все эти площадки, и навоз, и помет, оно уже должно храниться на площадках, либо навозохранилищах, либо пометохранилищах. И это уже много лет, и новые, и старые правила говорили о одном и том же, что эти площадки должны были быть, и к этому надо стремиться в любом случае, независимо от того, отнесет юридическое лицо или ИП к отходам, либо к побочным продуктам животноводства. А вообще есть ли какие-нибудь сроки установленные для хранения вот этих отходов? Нет, таких сроков нет. Нет. Мгм. По отходам есть. По отходам есть? Да, у нас хранение 11 месяцев. После 11 месяцев уже у нас как захоронение отходов идет. А захоронение уже как бы идет с учетом того, что если объект размещения, он должен по истечении того времени, когда используется этот объект размещения, он должен быть рекультивирован согласно закону из Земельного кодекса и об отходах производства и потребления. Мгм. Также есть, можно сказать, да, конечно. 268 федеральный закон, который вносит изменения в закон об отходах производства и потребления. И там говорится о том, что вот эти изменения тоже вступили в силу с 1 марта текущего года. И там говорится, что побочные продукты производства, если в течение 3 лет не используются, то они будут считаться как отходы. Мгм. То есть нужно об этом тоже уведомить, да, что это отходы или как? Нет, не нужно уведомлять. Это уже когда контрольно-надзорный орган придет на мероприятие, установит, то тогда как бы Но в любом случае, отнесет да, как в любом отход. случае и побочные продукты животноводства, и как отход, они должны свести учет этих сами. ППЖ либо отходов. И это должен быть обязательно журнал учета. И после этого как раз в этом журнале учета инспектор может посмотреть, в течение скольки времени он его складирует, хранит. И получается, если до 1 мая он сдает заявку, он у него получается как побочный продукт животноводства. И если по истечении, в рамках надзора еще, если выявятся какие-то нарушения, тоже может быть он отнестись к отходу. отходам, да. И плюс вот еще одно условие, то, что если по истечении 3 лет он не использует, то он уже превращается в отход. Да? Также есть распоряжение правительства, которое утвердило перечень нарушений, там 6 видов нарушений, при выявлении которых даже если будет уведомление об отнесении к побочным продуктам животноводства, эта продукция будет отнесена к отходам, так как есть нарушение. То есть установлен штраф какой-то получается, да? По отходам есть штраф, Да, за конечно, нарушение они требований давно обращения уже с есть. побочными. Да, основная статья — это Кодекс административных правонарушений Российской Федерации, статья 8.2. И там очень много частей, там на юридическое лицо 250 тысяч может быть, и в зависимости от частей какая сумма уже идет. И за повторное нарушение тоже идет почти в 2 раза увеличивается штрафы. А касается ли этот закон деятельности личных подсобных хозяйств? Нет, личные подсобные хозяйства не относятся к данному закону, только юридические лица, ИП и Крестьянское КФК, да, хозяйство, которые КФК. без образования юридического лица. То есть личные подсобные в этом случае никак не участвуют. Я думаю, что этот вопрос тоже очень волнует. Это один из основных вопросов, которые задают нам. Также подчеркнем, что кого не касается, насчет хозяйств, которые содержат сельхозживотных на пастбище в выгуле. Да. Либо То есть перегонные, свободные, это у нас относятся коневоды, оленеводы. Да. Есть, конечно, коневоды, которые держат именно в зимнее время в стойлах. Их может быть касаться, а которые на свободном выгуле. И есть такие хозяйства, которые именно в летний период отпускают на пастбищное содержание. И в это время за ними, конечно, убирать и привозить это на специализированную площадку не требуется. 16 февраля 2023 года в первом чтении в Госдуме России приняли законопроект о введении штрафов за несоблюдение правил по обращению с побочными продуктами животноводства. Предлагается установить размер взысканий для должностных лиц от 30 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 50 до 60 тысяч рублей, для компаний от 250 до 350 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года предусматривается увеличение штрафа для должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 60 до 70 тысяч рублей, для компаний от 350 до 450 тысяч рублей.
Вот как считаете, вообще соразмерны ли вот суммы штрафов с доходами сельхозхозяйств? Мы со своей стороны, конечно, контролирующий контрольно-надзорный орган, мы не можем, наверное, сравнивать в данном вот вопросе. Мы смотрим с другой стороны о том, какой ущерб может быть нанесен при несоблюдении данных требований. Да. Поэтому, конечно, то есть мы смотрим со своей стороны и соизмеряем совсем другие цифры. То есть это безопасность, это ответственность каждого, да, животновода, так как если внесено это все с нарушениями и вводятся в почву пестициды, токсические элементы, микроорганизмы, это все попадает в пищу, ну и в дальнейшем, естественно, может пострадать каждый из нас. Поэтому, я думаю, в этом плане ответственность совсем иная. Ну да, но мы еще в начале передачи говорили о анализах, да, что они должны обязательно сдавать анализы продуктов. И какие там суммы указаны? Известно вообще? Ну да, если побочные продукты животноводства, на сегодняшний день средняя стоимость около 5000 рублей на исследование. К сожалению, на территории республики не так много лабораторий аккредитованных, которые, да, могут сделать эти анализы. Я думаю, в дальнейшем эта ситуация исправится, но вот в этом году есть возможность, по крайней мере, Россельхознадзор, ну, тоже, конечно же, мы постараемся помочь в этом направлении, и проводит анализы в ФГБУ в НИИЗЖ в Иркутске и в Амурской области Амурский референтный центр. Но для того, чтобы было попроще жителям республики, организовали транспортировку и все, то есть в город Якутск можно привозить анализы в управление Россельхознадзора. Вот, представители лаборатории там есть, и уже логистику они сами за счет лаборатории, то есть сумма не меняется, в любом случае люди приносят, а лаборатории будут исследовать уже, ну, в других городах. А вот если по отходам, какие анализы, да, то анализы, получается, у нас, во-первых, нужно определить класс опасности отхода. Это тоже определенная цена стоимости идет, да. Плюс еще, если объекты размещения отходов, это еще нужно делать производственно-экологический контроль, в рамках которого обязательно делается лабораторные исследования природных сред. Если оно находится, ну, если возле водоохранной, да, зоны, если не в самой водоохранной зоне, но есть возможно, что есть зона воздействия на водные объекты, то обязательно нужно и качество водных объектов проверять, плюс еще нужно обязательно почву проверять. Это получается еще два разных, и это должно ежеквартально делаться. То есть, получается, с марта этого года уже идут вовсю проверки, да? Нет, проверок нет. На самом деле, то есть у нас есть сейчас постановление правительства, которое ограничивает все контрольно-надзорные органы в проведении там проверок, в том числе внеплановых. Мы можем по согласованию только с прокуратурой действовать. Вот. И на сегодняшний день наша работа направлена на профилактические мероприятия. То есть мы консультируем, проводим профилактические визиты. И вот уже провело наше управление, ну, не менее 5 совещаний на теме вот, побочных продуктов животноводства. И каждый раз мы говорим: пишите заявление, то есть мы придем, будем очень рады провести профилактический визит, где инспектор может рассказать и объяснить именно вопросы, касающиеся вас, да, не общие, а вот именно как действовать вам в ваших хозяйствах. То есть есть вот этот переходный период, когда мы можем поработать, мы со своей стороны проконсультируем, а люди могут понять и подготовиться к дальнейшему, если вдруг так случится, да, и у нас будут проверки какие-то. К этим, ну, есть время поработать совместно. Требования к обращению побочных продуктов животноводства определены правительством Российской Федерации. Соответствующее постановление вступило в силу 1 марта 2023 года. Контролирующим органом назначен Россельхознадзор. Чтобы избежать штрафа, сельхозпроизводители должны придерживаться правил хранения, обработки, переработки, транспортировки и продажи навоза и помета. В первую очередь необходимо организовать специально оборудованные места – навозохранилища и пометохранилища. Здесь побочные продукты животноводства должны находиться в течение года. Площадки должны располагаться отдельно от объектов содержания сельскохозяйственных животных с подветренной стороны, иметь бетонное или герметичное пленочное покрытие. Также можно использовать глиняную подушку толщиной не менее 20 см. Главное, нельзя допускать загрязнение окружающей среды. Мы можем сейчас говорить, что закон позволит нашим фермерам свободно покупать и продавать навоз. По сути, сделать навоз еще одной, ну, статьей дохода, как мы уже говорили. Да, на самом деле одно из направлений, да, которое
несет этот закон, это, конечно же, этот момент. В любом случае, то есть в сравнении, да, вот даже сегодня при беседе мы можем сделать вывод, что легче и проще все-таки перейти на побочный продукт животноводства, чем оставаться на месте и признавать это отходом, потому что, ну, к сожалению, больше требований к отходам будет со стороны контрольно-надзорных органов. С соблюдением таких требований к Да. переработке, хранению, к транспортировке, да, это намного будет проще, чем отнести их к Да, отходам. и последствия, как бы, в любом случае, штрафные санкции, которые всех так интересуют, они значительно выше, если это будет отход, а не побочный продукт животноводства. Все-таки этот год у нас будет как бы переходным, да, то есть время для наших фермеров подготовиться, то есть подготовить свою документацию в соответствии с требованиями, проконсультироваться с нужными органами, да, с Россельхознадзором, к примеру, исключить свои какие-то ошибки, если они есть. И что бы вы вообще вот хотели сказать, предложить там, нашим фермерам? Ну, с нашей стороны мы можем сказать, что мы, конечно же, готовы работать на профилактику, ждем их вопросов, ждем заявлений на проведение профилактических визитов, повторюсь. То есть у нас инспектор есть и на территории города Якутск, в Мирном, в Нерюнгри, в Нижнем Бестяхе. Да, в Нижнем Бестяхе. Поэтому, конечно же, мы действительно заинтересованы в этой работе. И чтобы, конечно, никто не боялся, ну, и обращался, мы ответим на все интересующие вопросы. Адрес нужно. Да, куда обратиться? Это мы находимся по адресу город Якутск, улица Некрасова, 2А. Телефон приемной 40 14 30. Потом приемная соединит с соответствующим отделом. Спасибо большое, что приняли участие в нашей передаче. Я надеюсь, что-то, чем-то мы помогли нашим животноводам. Итак, по мнению экспертов, новые правила будут стимулировать животноводов ответственнее относиться к соблюдению ветеринарного законодательства. Также они считают, что новый закон будет стимулировать развитие рынка органических удобрений в России и даст животноводам дополнительный источник доходов. На этом на сегодня все. Всего хорошего. До свидания. Если вы попали в спорную ситуацию и хотите стать участником нашей передачи, то отправляйте сообщение по указанному адресу электронной почты и номеру телефона.